Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и вашего любимого человека. Либо просто человека, который застрял в вашей голове. А тема будет такой. Остались ли между вами чувства? Есть ли любовь? Либо все уже прошло? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. Буду смотреть и вас, и мужчину. Я думаю, что все уже загадали, настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Ну давайте я начну с вас, а потом про мужчину расскажу. Девчонки, у вас обида. У вас застрявший вопрос, да, что, почему, от чего, зачем. Как-то мужчина очень нехорошо с вами поступил. В одном случае вы обиделись на его какие-то слова, на его поступки, а в другом случае женщина наоборот обиделась, что мужчина совершенно ничего не сделал и ничего не сказал. Да? Вот как бы вы расставались, и он просто взял и ушел, встал и ушел. Там ничего не сказал. А у других отыграется, что прям с боем расставались. С боем, с какими-то неприятностями, с обвинениями. Даже кто-то с угрозами расставался. Как-то прям очень плохо было. Вот. Кто еще не расстался, кто вместе находится, но тут между вами прям какая-то тишина, знаете, как звездное небо. Полная тишина. И только маленькие звездочки мерцают вокруг. Вообще непонятно, что происходит. Вы на него обижены, девочки. У вас душа на него обиделась. Обиделась очень сильно. И справедливо, кстати, обиделась. Есть за что обидеться. Мужчина тут явно не подарок. Абсолютно не подарок. Но и на вас вина есть. Я сейчас понимаю, много претензий увижу в комментариях. Но тем не менее скажу. Девчонки, вы слишком за ним ходили. Лелеяли, холили, выкармливали. Там, наглаживали его, слишком сильно много себя ему отдали. Он вас об этом не просил. Вот честно, да, вот сама себе просто честно. Не просил. Вы давали ему самое лучшее. Почему? Правильно, потому что любила. Потому что он был самой главной персоной в вашей жизни. Потому что верила, что за добром заплатят добром, а не кукишем с маслом. И обида ваша вот именно от этого идет, да, что я тебе все, а ты мне ничего, да, либо еще там тумаков каких-нибудь оскорблений. Вот и все, девочки. То есть прежде чем на него обижаться, вот надо разобраться с вашей обидой, да, вот что конкретно, на кого на самом деле нужно обижаться. Он вас просил? Нет. Он вас заставлял? Нет. Ну так почему же вы вот прям себя вот на блюдце положила, там украсила всякими там лепесточками, цветочками, вот она, я ваша навеки. Вы понимаете? Он на самом деле обалдел и потерялся. Сначала он был счастлив, потом он начал потихонечку, знаете, привыкать, а потом уже начал требовать. А вы к тому времени уже стали понимать, что отдача нулевая. Нулевая. Ну и что я тебе буду дальше предлагать? Если я тебе все, а ты мне ничего, от слова совсем. Вот и все, девчонки. Вот вы расстались где-то приблизительно на... Либо, разошлись по разным углам приблизительно на этом уровне. Когда женщина вдруг опомнилась, что, о боже, а что же я тебе все отдаю, на себя тут совершенно забила, вот, и начала вести себя по-другому. А он уже привык к этим всем благам, понимаете, и начал уже требовать. Что такое? Что это ты меня тут не холишь, не лелеешь? А ну-ка быстренько.
Вот и все, девочки. Вот такое противоречие между вами случилось. Вы очень, кстати, разные. У вас вообще встреча идет, ну, извините меня, по каким-то безумным страстям. Вот, знаете, как любовь с первого взгляда, какое-то безумное влечение, вот как прилипли вы друг к другу, вот прям потянуло со страшной силой. Вроде как, например, там, если не с первого взгляда, да, увиделись, ну, типа ничего особенного. Второй раз увиделись, все, вот так прилипли, вас попробуй отдери друг от друга. Вы по страстям вошли в отношения. Вы очень разные. Абсолютно. И по взглядам, и по интересам, и по темпераменту. Абсолютно вы разные. Вот и все. Вы, кстати, были в пару поставлены, хоть и по дьявольским страстям, но по велению высших сил. То есть вы должны были друг друга научить, сбалансировать друг друга, понимаете? Вот он жадный на эмоции, на чувства, на проявления, а вы слишком щедрая. То есть по идее, по задумке высших сил, вы должны были научиться немножко сдержанной быть, да, больше о себе думать, а он наоборот должен был научиться быть более открытым и дающим, понимаете? А получилось все наоборот. Все наоборот. Вы отдали, он взял, но вам обраточку никакую не послал. То есть в данном случае, девочки, ну, вы свою задачу выполнили. Вы ее даже перевыполнили. А вот он пошел на второй круг. Кстати, у него по жизни неприятности либо уже происходят, либо начнут происходить. Вот именно потому, что он свой долг вам не отдал. То есть попользовался. Ну, простите за слово, ну, я понимаю, что это звучит плохо, некрасиво, но оно так и есть. Да? Он вашими дарами пользовался, ну, и не заплатил. Поэтому пошел на второй круг. Вы расстались, либо разошлись, не сошлись, как говорится, характерами из-за него. Не из-за вас, из-за него. Отношения это чисто кармические. Кармические никогда не бывают простыми. Но если высшим силам надо свести людей, но поверьте, они сведут. Высшие силы здесь четко показывают, что вы еще не закончили свои уроки. Ни вы, ни он. То, что происходит сейчас, ну, это такая временная ситуация, да, временная пауза, либо временное охлаждение. Вы еще будете с этим человеком сталкиваться, сходиться. Еще будете бороться, кстати, да, кто-то еще поборется. Вот. Но дойдете до определенного результата, когда вы сбалансируетесь, просто сбалансируетесь. То есть вы, девчонки, больше полюбите себя, ну, то есть у него, когда он вам хороший учитель в этом плане, а он, наоборот, чтобы, например, вас там назад в отношения вернуть, он как бы начнет вас копировать, да, повторять. То есть ваши поступки, какие-то даже ваши слова, действия, то есть начнет зашевелиться. И тогда вы дойдете до точки решения. И только в точке решения вы уже сами вдвоем определитесь, кто вы друг другу и что вам делать дальше. Вот как высшие силы дают карт-бланш, говорят: все, то, что мы на вас возлагали, вы выполнили, теперь вот определяйтесь сами. Мы, как говорится, умываем ручки. Хотите, будете вместе, хотите, там, расходитесь, жените. Ну, что хотите, то и делайте. Вот этот момент, он у вас впереди. Да, до него еще предстоит дойти, но вы дойдете. Пока вы не дойдете, вас не отпускают из этих отношений. Даже если его сейчас нет рядом, где-то там уехал, завеялся, пропал, вернется, девчонки, он вернется. Вы для него магнит, так же, как и он для вас магнит. Еще раз говорю, это кармические отношения. У вас тут еще, смотрите, какие страсти-мордасти будут впереди. Интересно. Явно не скучные отношения, мои хорошие. Понимаю, что говорю с сарказмом, но, девочки, вот хочу дать вам совет, хороший совет. Полюбите себя. Сейчас все начнут говорить, что за ерунда. Да, легко сказать, как это сделать. Очень просто. Просто посмотрите на себя в зеркало. Вы прекрасная, достойная женщина. Но неужели вы не заслуживаете бережного отношения, заботливого отношения, любящего? И если мужик вам этого дать не может, так дайте себе сама. Позаботьтесь о себе, полюбитесь, выполняйте свои же пожелания. Вот чего хочу, торт хочу. Вот идите, купите себе торт, закажите себе торт, испеките себе торт. Хотите, я не знаю, там, веселье, да? Да
Пойдите с подругами куда-нибудь развейтесь, либо к себе их пригласите, устройте какой-нибудь маленький там, какие-то маленькие посиделки, да, сабантуйчик какой-нибудь маленький устроить. Девочки, надо себя баловать, себя радовать. Если есть у вас возможность обратиться, например, к психологу, я понимаю, что это очень дорого, хорошие они вообще просто ужас сколько стоят. Попробуйте, попробуйте. Кстати, есть же и психологи, которые, хотя нет, их очень мало, да, которые там бесплатно что-то помогают. Но тем не менее. Просто меня смотрят разные зрители разного уровня дохода. Вот выберите себе тот самый правильный путь, где вы себя полюбите. Любите себя обязательно. Знаете, я так скажу. Вот у вас на самом-то деле, вот если эту обиду вашу почистить, чувства к нему есть. Где-то там, с обратной стороны сердца, они есть. И они очень сильные. У него к вам тоже чувства есть. У него, кстати, к вам не обида, у него нечто другое, у него непонимание. Вот такое тупое непонимание. Вот не понял мужчина, что между вами было, что между вами случилось. Да, он считает, что вы там взбесились, да, что у вас там на ПМС, да, либо какое-то озверение пошло на него, что вы там то любила, хулила, лелеяла, то с кулаками набросилась. Вот. Он считает, что вы причина. Вы считаете, что он причина. На самом деле вы обои-ребои. Но не зря же вас высшие силы в пару-то поставили. Вот смотрите, вы о нем помните с обидой, а он помнит о вас с сожалением. Он, знаете, как думает? Думает, ой, какие хорошие были времена, ой, как же я был счастлив, как же я был доволен жизнью, как же все было вот прям, как, знаете, солнечно, так тепло, там ваши ласковые ручки, вы такая красивая, какой-то запах он все время помнит, запах. Либо это запах ваших духов, либо это запах, может быть, какой-то еды, которую вы готовили. А может, вы вообще стараетесь, чтобы у вас какая-то особая атмосфера была, там, например, в квартире, да, у вас какими-то там парфюм для дома, да, вот этим пахнет. Он все время это вспоминает. И он, когда вспоминает, он аж улыбается. Вот настолько ему хорошо становится. Девчонки, у вас еще впереди все. Вот что я хочу сказать. Чувства есть и у него к вам, и у вас к нему. Как бы вы сейчас мне тут не сопротивлялись, не кривились, говорили, не, только не он. Чувства у вас к нему есть. Есть. И они ровно такие же, как у него к вам. Понимаете? Вот эти два магнитика сердца, они вот сейчас будут еще сильнее друг к другу притягиваться. Все будет. И встречи будут. И отношения восстанавливаться будут. И еще успеете и поругаться, и помириться. И все на свете успеете. Вот. Но точка вот эта, она у вас впереди. А дальше видите, как не пустили информацию. Говорят, сначала дойди до точки, а потом уже информация пойдет. Вы еще, как говорится, не дошли до кондиции. Ни он, ни вы. То есть вы должны какие-то еще перемены в себе запустить, чтобы уж точно узнать, да, что там будет. Но если мы возвращаемся к главной теме, если чувства, конечно же, есть. Есть, и они взаимные. Да, обида их там немножко притупила. Да, недопонимание притупило. Но, тем не менее, они никуда не делись. Никуда. Да, немножко потускнели. Ну, так как пылью покрылись, да. Придет время, все оживится. Вы и сами будете в шоке. Как у вас все с ним оживится. У вас целый пласт впереди жизни, понимаете, целый период жизни. У кого-то дольше, у кого-то короче, но тем не менее это будет, это обязательно будет. Вот. Сейчас вам совет, не думайте о нем, занимайтесь собой и научитесь любить себя. Вот если вы будете готовы к встрече, да, то есть вы уже там как самовлюбленная дамочка, вот, вы его просто обезоружите, он будет шокирован, да, как вы поменялись. Еще, знаете, как интерес еще больше будет подогреваться к вам. Вы и так ему интересны были, да, вот он смотрел на вас и думал, боже, какая она все-таки вот ангелочек, да, ангелочек. Ангелочек, правда, с крепкими кулаками, но тем не менее, ангелочек. А если вы еще поменяетесь, он просто обалдеет. Обалдеет, девочки. Так что я вам задание дала, подсказочку вам дала. Постарайтесь. Понимаете, от вас не убудет. Любить себя — это классно. Это классно. Это радость, это удовольствие.
Но и это наполнилось и насыщенность жизни. Полюбишь себя, и другой тебя полюбит. Кстати, его-то вы любите, а вот себя не очень. Давайте, девчонки, начинайте. Все еще у вас впереди. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.